Дорогие учителя, педагоги, уважаемые коллеги, конечно же, мы не гости, не почетные, мы соучастники того образовательного великого процесса, который проходит в нашей республике. Меняется наша страна. За последние десятилетия прошли глубочайшие перемены. И сейчас мы находимся в таком перманентном состоянии изменений. Изменилась общественно-политическая формация страны, но сохранились августовские совещания. Сохранились потому, что, видимо, они нужны, они были востребованы вчера, они востребованы сегодня. Почему? Потому что вот на таких встречах, на таких совещаниях, в кругу общения есть возможность подвести итоги прошедшего учебного года, сказать о позитивном, о успехах, достижениях. А они у нас бесспорно в республике есть, об этом нужно говорить, отмечать, но также обратить внимание на недостатки, на недоработки, определить перспективы развития нового, наступающего учебного года. Много говорят о системе ЕГЭ, которая, как говорят, шагают по стране уже около 11 лет. Есть негативные оценки, есть позитивные. Я лично отношусь неоднозначно к данной системе, но она существует, она реальна. И мы с вами должны не подстраиваться, не приспосабляться, а работать в рамках этой системы. Прошедшие экзамены показали нам, что у нас не все так благостно и не все так хорошо. Приведу одну цифру. 7,85% выпускников наших средних школ не получили аттестаты о среднем образовании. А если проанализировать те баллы в погоне, за которыми все мы стремимся, то есть и другая сторона, качество того образования, которое дается сегодня нашим ученикам. И опять-таки прошедший учебный год показал, что это качество не на том, не на должном уровне, которое мы хотели бы видеть, которое требует от нас руководство страны, руководство республики. Кроме того, как не хотелось бы об этом говорить, но надо сказать, к сожалению, у нас имеют место факты, когда процесс обучения, если хотите, в школах средних, он в отдельных каких-то случаях приобретает элементы коммерции, когда учителя не дают тот объем знаний, который положено им давать в учебном процессе, а после занятий, значит, за определенные средства, за определенную плату, если хотите, обучают детей. Да, несколько лет назад, в 90-е годы, в начало 2000-х годов, у нас учителя получали, скажем так, недопустимо маленькую заработную плату. Но сегодня, по крайней мере, те цифры, которые предоставлены мне, средняя заработная плата учителя в Республике Северная Осетия-Алания составляет 18 800 рублей. Министр рядом. Если это не соответствует действительности, пусть опровергнет. Что? Ваши аплодисменты о чем говорят? О том, что это так или вы больше получаете? В то же время, значит, на одном из совещаний, которое проводилось где-то 3 года назад, приезжал заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском округе Субботин. Один из ваших коллег, как сейчас помню, Орхонская школа, сказал, что средняя заработная плата в этой школе 25 тысяч рублей. Я говорю то, что я услышал, еще раз повторяю. Можно возмущаться, можно, значит, не соглашаться, но это факт. Поэтому, дорогие мои коллеги, это вопрос, ведь мы с вами
знаем о том, что такое учитель. Это пример для подражания. Это тот орел чистого, незапятнанного, честного, великого. Это то, к чему должен стремиться каждый ученик, брать пример. Так было, так есть и так будет. Другая проблема, которая, к сожалению, существует у нас, я посмотрел внимательно, имеют место факты, когда в ряде школ существуют вакансии. У нас не хватает, как ни странно, учителей английского языка, физиков, математиков. У нас не хватает учителей астинского языка. Дорогие мои коллеги, и в то же время мы знаем, что у нас есть государственный университет, у нас есть уже не педагогическое училище, а пединститут, где выпускаются кадры. Тогда возникает вопрос, почему у нас не укомплектованы в полном объеме школы педагогическим составом? Я думаю, что это вопрос, который решаем, и Министерство образования наверняка обратит на это внимание. Мы говорим о качестве образования, конечно же, должны обращать большое внимание на профессиональную ориентацию наших выпускников школ. К сожалению, их сегодняшнее мировоззрение искаженно, как в королевстве кривых зеркал, формируется на основе тех фильмов, которые они видят, где молодой человек в зауженном костюме мчится на Мерседесе или Бентли, рядом красивая подруга, потом приходит в кабинет чиновника, раскинувшись, значит, в удобном кресле, получает большие средства, деньги, не всегда, значит, заслуженно. И наши молодые люди хотят так же самое, наверное, жить, но это не реалии сегодняшнего дня. Не на этом мы должны воспитывать нашу молодежь. Это проблема, это вопрос, который касается в том числе и правительства республики, парламента республики, учителей в школах. Мы забыли, что такое рабочая профессия. Мы перестали говорить о хлеборобе, мы перестали разъяснять и говорить о достижениях в инженерных сферах, о наших конструкторах, о наших архитекторах. Но ведь наша страна состоит не только из экономистов и юристов, и строится она не только экономистами и юристами. Мы, конечно же, должны больше, целенаправленнее разъяснять молодому человеку о важности, нужности, необходимости всех профессий. И, как показывает сегодняшний день, это крайне востребовано страной. Образовательная сфера – это не только та атмосфера, где даются и получаются знания. Это еще воспитание нравственное, если хотите. Это воспитание молодого человека, того, который завтра будет защищать нашу Родину, того, кто будет строить города, того, кто будет учить новое поколение. Вот. Мы ведь с вами смотрим, как развивается республика, обустраивается город Владикавказ. И совершенно непонятно, когда на следующий же день после красиво восстановленная, вернее построенная набережная, мы видим, как из баллончика, значит, расписаны какие-то витражи магазинов, фасады зданий, как молодые люди мчатся в 12 часов ночи по городам и весям нашей республики, значит, включив свой проигрыватель на непонятно какие высоты, как грохочет их глушитель. Ведь это все наши с вами общие проблемы. Мы должны говорить и воспитывать молодых людей. Дорогие мои коллеги, высока и велика роль учителя, педагога, но в этом процессе немало и не менее важна роль семьи, роль родителей. Нельзя всю ответственность, всю полноту, всю нагрузку перекладывать только на плечи школ, на плечи учителей. Я думаю, воспитание в семье, воспитание в своих традициях национальных, обучение языку – это крайне важная сфера и тема. Мне хотелось бы свое выступление окончить словами классика Достоевского, который когда-то сказал, что самые лучшие и важные воспоминания для жизни – это воспоминания детства, родного дома. Вас же, дорогие мои учителя, я поздравляю с началом нового учебного года.
желаю вам прежде всего крепкого здоровья, материального благополучия, высокой заработной платы и успехов в нашем общем и нужном деле. Спасибо большое. Спасибо большое, Алексей Васильевич. От имени правительства республики слово предоставляется Рустему Казбековичу. Пожалуйста. Дорогие друзья, сегодня мы собрались в преддверии важного для всей нашей республики события, начала нового учебного года. А значит, всем нам необходимо вновь обсудить те задачи, которые стоят перед системой образования Северной Осетии. Стало хорошей, доброй традицией проведение конференции педагогов республики накануне нового учебного года, которые объединяют и педагогическую общественность региона в поиске передовых идей и проектов, позволяют делиться опытом с коллегами, вносить на обсуждение самые актуальные вопросы. Пройдя тяжелый период, выдержав множество трудностей и испытаний, нам удалось приступить к улучшению ситуации с появлением федеральной целевой программы развития образования, приоритетного национального проекта образования, целого комплекса мер по модернизации общего образования. За несколько лет заложены основы новой современной школы, где труд учителя оценивается по результатам его работы. Создаются современные условия для работы учителей, для образовательного процесса. На протяжении нескольких лет мы постепенно поднимали зарплату сферы образования. У нас есть поручение президента России Владимира Владимировича Путина довести до конца эту работу, и она будет выполнена. Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что нам удалось многого достичь. Однако потенциал педагогических коллективов далеко не исчерпан. Уверен, нашим учителям по силам главная задача современного образования – воспитывать поколение самостоятельных, мобильных и востребованных в обществе людей. Роль учителя, педагога в системе координации современного общества как никогда важна. И эту роль надо суметь освоить. Наша задача власти состоит в том, чтобы выпускник пединститута, университета мог реализовать свои знания и способности, заслужить авторитет школьного учителя и уважение коллег и учеников. Готовность к профессиональному общению, доверие друг к другу, ежедневная работа над собой – ключ к вашим личным успехам и победам ваших учеников. В нашей республике мы давно договорились, это стало политикой руководства республики. Все, что мы делаем, делаем для детей. Нам важно, чтобы наши дети могли не только хорошо учиться, но росли физически крепкими, нравственно здоровыми, искренне любящими свою родину. Высокообразованная, духовно полноценная и воспитанная личность сегодня – настоящий патриот и достойный гражданин своей страны завтра. Развитие человека, создание необходимых возможностей для реализации его потенциала, ради этого в конечном счете работает государство, работаем все мы. Уверен, у нас есть все основания верить в то, что мы добьемся в этой работе успехов. Желаю всем участникам конференции интересной дискуссии и удачи. С новым учебным годом вас, дорогие педагоги, здоровья вам, благополучия, вашим семьям, хороших умных учеников и успехов в труде. Эштарбуждыгун жағын, васарам буын бирават, саққауған барашуғыт, күштканут. Уйын важарда қазақ канат. Сакаштарты вазут сардмы, удон, кадық дауқышы кудой, шамык кактан, нарайгурам баштен, наурашен, усарфы арафайны хаштан, нилкача хусаракан. Эштарбуждыгун. Спасибо большое, Рустем Казбекович. Уважаемые коллеги, позвольте мне представить доклад Министерства образования, качество образования Республики Северная Осетия, Алания, проблемы и перспективы его развития. Еще раз хочу поприветствовать всех участников нашей конференции. И еще раз поздравляю всех с началом нового учебного года и пожелать всем благополучия и успехов. На мероприятии
этого ранга мы собираемся всегда с вами для подведения итогов прошедшего учебного года и определения очередных задач. Вынесенные на обсуждение данной конференции вопросы представляют предмет наших общих интересов, а решения по ним должны стать основой наших совместных действий. Год был достаточно непростой, эмоционально напряженный, в условиях функционирования нового федерального закона об образовании, но вместе с тем было много значимых событий для нашей системы образования республики. Хочу отметить, что именно при поддержке парламента республики и правительства мы приняли региональный закон и ряд подзаконных актов, которые регулируют действия по всем уровням образования. В течение нескольких последних лет мы создавали основу для современной школы республики. Мы направляли значительные финансовые ресурсы на развитие материально-технической базы, подготовку и переподготовку учителей, что явилось условием для реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Нашим главным приоритетом было и остается качество образования. Нужно добиться того, чтобы каждый обучающийся, начиная с дошкольного и заканчивая профессиональным образованием, максимально реализовал свой потенциал и добился необходимых результатов. В поле проблем качества образования – это результаты ЕГЭ, то, из чего начал Алексей Васильевич. Государство поставило перед нами задачу, чтобы в 2014 году единый государственный экзамен прошел объективно и в равных условиях для всех выпускников. И я хочу поблагодарить всех, кто организовывал и провел кампанию единого госэкзамена 2014 года, руководителей и уполномоченных, организаторов и экспертов, сотрудников Республиканского центра обработки информации, глав районов и координаторов ЕГЭ. Отдельная признательность сотрудникам Министерства внутренних дел, спецсвязи и Ростелекома. Особую роль в этой кампании сыграли и вузовское сообщество, и лично ректоры нашей республики. Мы должны объективно признать, что сравнительный анализ результатов ЕГЭ в текущем году показал низкий уровень общеобразовательной подготовки его участников практически по всем предметам. Несмотря на снижение минимальных порогов для получения аттестатов, их не смогли преодолеть 435 выпускников, а это 7,5% от общего количества. Данные показатели характерны не только для нашей республики, а в целом во всех субъектах Российской Федерации. Мы убеждены, что в равной степени ответственность за результат несут родительское сообщество, педагогическое сообщество и немотивированный на учебу сегодня ученик. При этом мы отмечаем, что результаты единого госэкзамена в нашей республике по большинству предметов выше, чем в других субъектах СКФО. Это позволяет нам говорить о достаточном потенциале наших учителей, чтобы качественно улучшить подготовку выпускников в будущем. У нас есть показатели по всем муниципальным образованиям, по всем школам. Они характеризуют эффективность их работы, уровень преподавания общеобразовательных предметов как учительский фактор, как фактор качества внедрения новых образовательных стандартов и уровень мотивации детей к обучению. Необходимо серьезно обсудить эти проблемы и найти консолидированные пути их решения. В первую очередь, это будет повышение квалификации учителей по всем учебным предметам и по технологиям их преподавания, а также управленческие решения. Нам совместно с Рособорнадзором Российской Федерации и Республиканским вузовским сообществом разрабатывается программа по совершенствованию преподавания общеобразовательных дисциплин, а также в ближайшие дни будет представлен календарный план мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2015 году. Нужно исходить из уже утвержденных изменений, которые вносятся в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Это введение итогового сочинения, возможность изменения и дополнения выбора учебного предмета, возможность для всех выпускников, в том числе и прошлых лет, сдавать итоговую аттестацию досрочно. Возможность по желанию участника по иностранному языку включать в экзамен раздел «Говорение». Право пересдавать неудовлетворительные результаты по любому из учебных предметов, но не более одного раза. Я надеюсь, что обсуждение этой проблемы на секции положило начало ее системной проработке и конструктивным предложениям по принятию необходимых мер. И это нас радует, что единый государственный экзамен есть не некая аксиома,
а есть меняющийся организм, который реагирует на те замечания, которые к нему предъявляет общество. Следует отметить возросшую роль среднего профессионального образования, как социального института, обеспечивающего гарантии на получение дальнейшего образования выпускников школ вне зависимости от результатов ЕГЭ. Система СПО находится в состоянии поэтапного реформирования, которое рассматривается как сфера для стратегических инвестиций. Важнейшая задача, которая нами решается в республике, это приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствии с потребностями рынка труда и обеспечение приоритетных направлений экономики квалифицированными кадрами. Основные достижения представлены на слайде. Кроме того, рассматривается вопрос о введении целевого распределения выпускников по предприятиям и организациям. Для дальнейшего развития системы профессионального образования мы предполагаем решение важных задач, в числе которых формирование механизмов гибкой адаптации системы подготовки кадров к изменяющимся потребностям рынка труда. С целью популяризации рабочих профессий проведен открытый чемпионат профессионального мастерства республики WorldSkills в 2014 году по 19 профессиям. Он проходил на базе Ордонского аграрного технологического колледжа, который получил фактически чемпионат, статус международной площадки. Мы принимали участников из Финляндии, Германии, Латвии, Южной Осетии и соседних республик. Республика стала победителем конкурсного отбора в рамках федеральной целевой программы развития образования по направлению совершенствования комплексных региональных программ. При этом мы ни в коем случае не снижаем роль и функцию вузовского образования, но в разумных соотношениях, чтобы не возникали такие проблемы приемных кампаний, с которыми наши вузы столкнулись в этом году. Ситуация, когда из 6 тысяч выпускников 70% выбирают в качестве единого госэкзамена обществознание. При этом, что бюджетных мест на гуманитарный блок специальностей не превышал и 400 мест. Сложившаяся ситуация требует кардинального изменения в подходах к организации профессионального обучения и профориентации выпускников. Нужно чувствовать время, его реалии, потребности рынка труда, социально-экономического развития, чтобы гарантировать успешность нашим детям. Поэтому очень многое зависит от каждого из нас. Хочу подчеркнуть, что главная роль в достижении качества образования на всех уровнях принадлежала и будет принадлежать педагогу. Государство впервые, и мы об этом отмечали, признало на уровне федерального закона особый статус учителя и его особую роль. Вопросы совершенствования подготовки педагогических кадров сегодня в числе приоритетов образовательной политики. Нам предложен официальный механизм – это профессиональный стандарт учителя. Сегодня, согласно этому документу, от российского учителя ждут не только умения планировать и проводить учебные занятия. Теперь выставлено куда больше требований. В этом смысле нам необходимо активно работать над изменениями в подготовке и переподготовке кадров, а именно в организации, в содержании, в технологиях и масштабе этой подготовки. Профессиональный стандарт педагога предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности. Он является основой для установления новых отношений между работником и работодателем в форме эффективного контракта, который не сводится только к повышению заработной платы. Его задача – стимулирование качества преподавания, непрерывного профессионального роста каждого учителя. Алгоритм действий по внедрению стандарта педагога представлен в концепции поддержки развития педагогического образования, которая также связана с новыми требованиями качества образования на всех уровнях. Поэтому в проблематике нашего обсуждения они должны представляться обобщенно как вопросы о содержании и путях развития нашего педагогического образования на 5 лет и перспективу. Мы совместно с Республиканским педагогическим институтом уже начали деятельность по проведению ежегодного мониторинга потребностей республиканской системы образования в педагогических и управленческих кадрах. Теперь нам предстоит разработка модели целевой контрактной подготовки с обязательным сопровождением целевиков и их гарантированным трудоустройством, модели гибкой, многоуровневой и многоканальной подготовки педагогических работников, включающих новые формы практики, механизмы сетевого взаимодействия организаций среднего, высшего и дополнительного профессионального образования. И, конечно же, мы сегодня всячески поддерживаем молодых педагогов и обеспечивать условия их карьерного роста. Уже сегодня мы начинаем испытывать дефицит квалифицированных педагогических кадров, особенно по предметам естественно-научного цикла.
Что нам важно в качестве механизма достижения качества образования? В первую очередь, это готовность к внедрению в ГОС. Сегодня стандартами обеспечены все уровни образования, от дошкольного до дополнительного. Они требуют серьезных перемен в нашей деятельности. Мы должны понимать, что принципиально изменился функционал дошкольного образования как первой ступени общего образования. В связи с этим необходимо перестроить и его преемственные линии с начальной школой. Я особо акцентирую внимание на дошкольном образовании, потому что в условиях полного охвата детей оно становится реальной основой школьного этапа готовности к нему и формирования интереса. Сегодня охват дошкольным образовательными услугами детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 80%, от 5 до 7 – 92%. И мы понимаем, что перед нами стоит достаточно сложная задача до 1 января 2016 года полностью устранить дефицит мест для детей от 3 до 7 лет. Согласно распоряжению правительства Российской Федерации, на модернизацию региональной системы дошкольного образования в республике выделено 190 миллионов рублей в этом году. При муниципальном софинансировании 47 миллионов. На эти средства в 2014 году мы планируем создать 2635 мест. И здесь я хочу отдельно отметить глав районов и их работу, которые в условиях острого дефицита бюджетных средств изыскали возможность для создания дополнительных мест в системе дошкольного образования. Помимо этого, в текущем году мы введем в эксплуатацию 4 новых детских сада на 1050 мест. Изменилась философия образования и на среднем, и на старших этапах. И это тоже требует соответствующих серьезных изменений в процессах подготовки и повышения квалификации педагогов. Мы должны понимать особенность деятельности учителя-предметника, которая в условиях ГОС требует особого внимания в части учебно-методического сопровождения. Очень важно, чтобы процесс внедрения в ГОС не оказался формальным, чтобы не активизировал наше учительство, чтобы заставил школы двигаться вперед, качество образования. Необходимо обсуждать эти вопросы на всех уровнях. Мы ожидаем формирования такой идеологии образования, в которой в результате будет пониматься развитие интереса ребенка к обучению, к познанию нового, а это должно стать основой высокого уровня школьных знаний, позволяющих молодому человеку определить свое место в современном мире. Уважаемые коллеги, в ряду приоритетных задач нашей образовательной политики остается сохранение и развитие астинского языка. Мы и дальше будем повышать уровень его преподавания. Инструментом формирования благоприятных условий для развития языка является программа «Астинский язык». Правительством республики приняты беспрецедентные меры по полному обеспечению всех учащихся учебниками национально-регионального компонента. Отдельно хочу остановиться на информатизации образования, как механизме повышения качества его. Сегодня невозможно представить учебный процесс без использования интернета как учителем, так и учениками. Скоростной интернет – это необходимость. Необходимо развитие системы дистанционного обучения и масштабный перевод государственных услуг в электронный вид. В перспективе у нас должна быть сформирована интерактивная среда обучения, создана единая информационно-образовательная сеть, в которой должны находиться и национальный сегмент. Реализовать это можно при наличии в школах должных локальных сетей, при увеличении пропускной способности каналов и подключении к сети интернет, в том числе в отдаленной сельской местности, при условии значительного повышения грамотности преподавательского состава в информационных технологиях. Это то, что нам пока не дает активно продвигаться вперед. Поэтому с этими проблемами нужно серьезно работать. В контексте задач развития качества образования значима система дополнительного образования детей, которая в республике достаточно уровневая. Она функционирует в рамках реализации концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Работа по развитию олимпиадной деятельности, пропаганде научных знаний, укрепление связи школ с вузами и с научно-исследовательскими институтами дает возможность ежегодно проводить региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 19 предметам, которые выявляют и талантливых детей, и наши слабые стороны. В прошедшем году участниками Олимпиады стали 30 тысяч школьников, хотя во всероссийском этапе приняли участие всего 6 человек. И это тоже информация для анализа. Параллельно мы практически завершили разработку комплексного плана развития в республике математического образования и в октябре планируем принять его на уровне правительства.
Ежегодно в республике проводится порядка 5 республиканских конференций молодых исследователей по различным направлениям, в которых участвует более 3000 детей. 60 представителей нашей молодежи стали лауреатами премии по поддержке талантливой молодежи в научно-технических номинациях. Шире стали использоваться возможности летнего отдыха для поддержки творчески одаренных детей. В течение этого лета совершенствовали свои знания и умения в различных направлениях деятельности в профильных лагерях более 600 человек. Впервые был проведен летний IT-лагерь на базе филиала физико-математического лицея в селении Мацута Иравского района. В республике активно развивается новое направление технологического творчества – робототехника. В апреле этого года мы совместно с IT-парком «Алания» провели открытое первенство Северокавказского федерального округа по робототехнике, в котором приняли участие более 200 человек. Это должно стать импульсом для развития интереса детей к техническим наукам и инженерным направлениям подготовки. В 2014 году на реализацию мероприятий для выявления и поддержки творческой молодежи в республиканском бюджете было выделено более 6 миллионов рублей. И только это позволило нам уже на 38% увеличить число участников всероссийских и международных конкурсов. Осуществляется переход на республиканскую систему оценки качества дополнительного образования детей. Определены критерии выполнения государственных заданий на дополнительные образовательные услуги. Хочу отдельно обратить ваше внимание, что совместно с администрациями местного самоуправления нам необходимо сконцентрировать усилия по выполнению указа президента Российской Федерации в части доведения количества обучающихся в кружках и секциях дополнительного образования до 75% от общего количества школьников. Необходимо дальше развивать спортивную среду. Перед нами задача по вовлечению занятия спортом к 2020 году до 80% обучающихся. Она успешно поэтапно реализуется. Республика стала победителем в конкурсе регионов Российской Федерации с числом жителей до 1 миллиона по организации спортивной работы. Мы вошли в российскую программу по реконструкции и капитальному ремонту спортивных залов в сельской местности и определили места этого строительства. До конца этого года 12 спортивных залов будут отремонтированы и оборудованы по современным требованиям. Данный проект патронируется Всероссийской политической партией «Единая Россия». Дорогие коллеги, в части повышения заработной платы мы достаточно много говорим. Мы с учетом тех изменений, плановых изменений, той работы, которую мы проводим на местах, мы понимаем, что уровень заработной платы на сегодняшний день все равно не отражает тех ожиданий, которые перед нами стоят со стороны педагогических работников. И тем не менее, меры, которые принимаются на уровне республики, они являются беспрецедентными. Однако нам необходимо еще очень важного мероприятия по повышению также заработной платы младшего обслуживающего персонала. В дошкольном образовании предстоит переход на подушевую систему финансирования. Это обеспечит более высокие темпы роста зарплат педагогов дошкольных образовательных учреждений и в целом повышение качества и доступности дошкольного образования. Уважаемые коллеги, перед системой образования республики стоит важные задачи, обусловленные государственной политикой в области его развития и отражающие специфику наших социально-экономических условий. В их числе, в условиях реализации нового закона об образовании, мы должны адаптировать и реализовывать инклюзивное и специальное коррекционное образование. Мы должны создать комплекс условий, включающих научно-методическое, кадровое, материальное, информационное, финансовое обеспечение образовательного процесса, его открытость обществу. Должна развиваться работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Необходимы ваши инициативы по созданию инновационной модели образования. Республика победила в конкурсе развития инновационной инфраструктуры в сфере образования и стала на 4 года федеральной инновационной площадкой по модернизации управлением образования. В экспериментальном режиме, я хочу это подчеркнуть, мы приступаем к апробации новых принципов управления в Иравском районе и рассматриваем это как один из механизмов повышения качества образования. В ближайшее время данный законопроект будет вынесен на рассмотрение в парламент нашей республики. Эффективным механизмом достижения качества образования может и должно стать развитие конкурентной среды в сфере образования. Необходимо определять способы эффективного использования выделяемых средств
и пути качественного обновления образовательного процесса за счет новых возможностей. Это должно явиться предметом серьезного обсуждения в педагогическом сообществе. Уважаемые коллеги, все названное – это звенья одной цепи, и только в условиях комплексных решений этих задач можно добиться успеха. Программа развития образования республики до 2016 года, как дорожная карта наших совместных действий, подвижна, и мы должны корректировать ее адекватно нашим достижениям и наших проблем, и наших задач, которые сегодня стоят перед нами. Я благодарю всех педагогов республики за их сложный, но очень важный труд. Я выражаю вам признательность за понимание новых вызовов времени в части развития образования и за готовность к их разрешению во благо наших детей. Я еще раз всех благодарю и поздравляю с началом нового учебного года. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, в зале работает свободный микрофон, и по традиции после выступления наших участников, которые представят свои соображения после проведенных секционных работ, мы с вами готовы будем ответить на эти вопросы и обсудить наиболее важные из них. А сейчас я слово предоставляю Швецову Андрею Владимировичу, начальнику управления оценки качества образования республики. Пожалуйста. Добрый день, члены президиума, добрый день, участники конференции. Государственная итоговая аттестация является неотъемлемой частью оценки качества образования. Государственная итоговая аттестация в 2014 году прошла максимально объективно, максимально честно, но не на все 100%, как хотелось бы, и мы все об этом знаем. Хотелось бы немножко остановиться на тех результатах, которые мы получили в 2014 году. В 2014 году Министерством образования были приняты большая информационная кампания по ознакомлению всех участников единого государственного экзамена по тем изменениям, которые ожидают всех участников единого государственного экзамена, но не все верили в то, что все изменения, о которых говорилось в течение года, они будут и будут достигнуты. В 2014 году для того, чтобы экзамен прошел максимально объективно и честно, во-первых, было уменьшено количество пунктов проведения экзамена. В 2013 году пунктов проведения экзамена было 44, в 2014 году их сократили до 35. В каждом из пунктов проведения экзамена было установлено при помощи Ростелекома видеонаблюдение в режиме онлайн. Всего было установлено 522 камеры онлайн-видеонаблюдения. Также в республике было установлено 75 камер для офлайн-видеонаблюдения, и 100% аудиторий, которые были задействованы в едином государственном экзамене, были под видеонаблюдением. Все кабинеты Центра обработки информации также были оснащены видеонаблюдением онлайн, и работа предметных комиссий, так же как и сотрудников Центра обработки информации, проводилась в непрерывном онлайн-видеонаблюдении. В результате деятельности ситуационно-информационных центров Рособорнадзора при помощи видеонаблюдения были выявлены ряд нарушений. И хочется отметить очень нехорошую тенденцию, то, что наша республика в видеонаблюдении была всегда в первой десятке по Российской Федерации, а на большинстве экзаменов в первой тройке по нарушениям по видеонаблюдению. Как раз таки на первом экзамене 13 участников единого государственного экзамена были удалены с экзамена за использование сотовых телефонов, которые использовать было запрещено. При всей той информационной кампании, которая была проведена, 2 участника единого государственного экзамена в нашей республике выставили контрольно-измерительные материалы в сеть интернет. Они были выявлены при помощи специальных служб Рособорнадзора и также были удалены с экзамена.
Всего за время проведения экзамена за использование сотовых телефонов было удалено 78 учащихся. Если посмотреть, то были и на данный слайд, то мы увидим, что были и другие нарушения, такие как разговоры участников единого государственного экзамена, использование шпаргалок. В нашей республике участники, использующие шпаргалки и разговаривавшие во время экзамена, не удалялись, хотя данная практика на следующий год будет изменена, и все участники, нарушающие процедуру проведения экзамена, будут наказаны так же, как в других регионах. Если говорить о экзамене, то можно отметить следующую тенденцию. Общее число участников ЕГЭ в 2014 году по сравнению с предыдущими годами стало меньше, но отмечается такой же, как и в предыдущий год, рост сдачи экзаменов гуманитарного цикла, таких как обществознание и история. При этом явка на экзамены в 2014 году участников ЕГЭ увеличилась по сравнению с предыдущими годами, и число человека экзаменов возросло по сравнению с предыдущими годами. Если мы посмотрим на следующий слайд, на котором отражены результаты единого государственного экзамена по всем общеобразовательным предметам, то мы увидим, что средняя отметка по всем общеобразовательным предметам в республике по сравнению с предыдущими годами понизилась. И средний балл единого государственного экзамена в этом году ниже даже, чем он был в 2010 году. Если мы видим, что в 2013 году балл был довольно-таки велик и по некоторым предметам был выше 70 баллов, то в 2014 году по всем общеобразовательным предметам, кроме русского языка, средний балл не превысил 50 баллов. По падению хочется отметить такие предметы, как историю, химию, которые показали наибольшее падение среднего балла по сравнению с предыдущими годами. История более чем на 27 баллов, химия более чем на 26 баллов. Если сравнивать результаты нашей республики с результатами Российской Федерации, то мы с вами видим, что также в 2014 году результаты по общеобразовательным предметам у нас очень низки. Если говорить по отдельным предметам, то максимально низкие значения показывает обществознание 19,6 балла, ниже, чем средний балл по Российской Федерации. География 15,4 балла и английский язык 15,1 балла. По остальным предметам мы ниже, чем в общем средний балл по Российской Федерации, более чем на 10 баллов. Следующий слайд показывает долю участников единого государственного экзамена, которые не преодолели минимального порога по различным общеобразовательным предметам. Говорит, что дети, принимавшие участие в едином государственном экзамене, были не мотивированы для сдачи, нельзя, так как они выбрали данный предмет и явились на сдачу данного предмета. Значит, всем этот предмет нужен был для поступления. И мы видим, что у большинства учащихся, это по всем предметам почти более чем 30% учащихся, не смогли осуществить свою мечту по поступлению в то или иное высшее учебное заведение и продолжить свое обучение. Мы с вами видим, что по истории более 51% учащихся не преодолели минимального порога, по немецкому языку более 50% учащихся не преодолели минимального порога, по физике 46,7%, по литературе 41,5% учащихся не преодолели минимальный порог. Если мы посмотрим на наши результаты по обязательным предметам, русскому языку и математике, как говорил Алан Рузмагович, 435 учеников не преодолели минимального порога, который и так был снижен, и не получили аттестаты. Вы видите на данном слайде районы республики и процент учащихся, не набравших минимального порога. И хочется отметить Иравский район, в котором
более 19% учащихся не получили аттестаты, не преодолев минимального порога по обязательным предметам. Мы все знаем, что в течение единого государственного экзамена минимальный порог по обязательным предметам был понижен, но если бы он сохранился, то 993 учащихся у нас бы не получили также аттестаты. Но при этом эти же 993 учащихся не смогли поступить в высшие учебные заведения. И следующие слайды отражают школы различных муниципальных образований республики, в которых дети максимально не набрали по 3 показателям минимальных баллов. Вы видите, салатным цветом отмечено процент учащихся, не набравших минимального порога, вузовского порога по математике, коричневым цветом по русскому языку и красным цветом оставшиеся без аттестата. Вы видите, в городе Владикавказе такие школы, как 48-я, 36-я и 40-я, показали наихудшие результаты. В 48-й школе 64% учащихся не смогли продолжить обучение в высших учебных заведениях, в 40-й 46%, в 36-й 51% учащихся. Если говорить о районах республики, в Алагирском районе в школе селения Дзуарикау 78%, в школе селения Црау 67%, в 5-й школе города Алагира 61%. В Ордонском районе в школе номер 2 63%, в школе селения Красногор 50% учащихся. В Дегорском районе школа номер 1 77% учащихся, в Иравском районе школа селения Талцгун 100% учащихся, школа селения Советская 81% учащихся и школа Сургди-горы 83% учащихся. В других районах, в Кировском районе школа селения Даркох 88% учащихся, в Моздокском Кизлярская школа номер 2 66% учащихся. В Правобережном районе школа селения Хумалак 69% учащихся, в Пригородном районе школа селения Сунжи 53% учащихся. Хочется, чтобы в 2015 году, в текущем году, который наступает, мы все приложили максимум усилий по усилению работы как урочной, так и внеурочной для того, чтобы повысить качество образования и чтобы в 2015 году наша республика показала лучшие результаты. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Андрей Владимирович. На самом деле, в ближайшие дни мы проведем большое расширенное республиканское совещание, где детально проанализируем всю ситуацию и именно выработаем совместный план, комплекс мероприятий по подготовке к новой итоговой аттестации, которая нам предстоит в 2015 году. Но самое главное, чтобы мы поменяли содержательный процесс подготовки к ЕГЭ. Слово предоставляется Кучиевой Людмиле Асламбековне, ректору Северо-Осетинского государственного педагогического института. Пожалуйста. Проблемы качества подготовки педагогических кадров. Уважаемые коллеги, развитие образования в его новой философии связано напрямую с новыми требованиями к его качеству на всех уровнях. То, что в основе достижения этого качества лежит профессиональный уровень педагога, очевидно и сомнений не вызывает. Конечно, по сложившейся ситуации с результатами ЕГЭ необходимо поставить серьезные вопросы о причинах столь низких показателей, не умалчивая при этом и того, что на протяжении практически всех лет ЕГЭ мы лукавили, потому что упали результаты, как мы видели, по всем учебным предметам, и упали они ниже средних показателей по России. Ответов на вопрос, почему наши выпускники не осваивают общеобразовательную программу, может быть много, и общих, и частных. Но главное, мы должны это понимать, и из этого исходить падение интереса детей к учебе. Говоря о новой философии образования, мы должны понимать, что дети уже не те, что раньше
Им не интересны вчерашние технологии обучения. Они уже в других измерениях, в других информационных системах, они в других скоростях. Если мы работаем по-старому, они просто не верят нам, им не интересно. Почему результаты начальной школы и качество обучения уже с 5-6 класса так разнятся? Потому что дети в начальных классах еще верят нам по специфике своего возраста. Но мы не успеем оглянуться, и если не изменим себя, потеряем и их доверие, потому что и они уже другие. Нужно учить другому и по-другому. Информация не должна быть главным предметом обучения. На секции я приводила официальные данные о скорости изменения информационных потоков. Сегодня они изменяются вперед от 4 до 2,5 лет, а в ближайшее время будут меняться каждые 7 месяцев. А учим детей мы в школе 11 лет, и учителя для школы готовим тоже практически 7 лет. Поэтому за информацией не угнаться. А вот способы ее получения, ее трансформации в составление картины мира и в свой жизненный или профессиональный опыт, вот что должно быть главным. Это не просто перестроиться, переподготовиться и в практически иное профессиональное поле, как не просто перестроить и систему подготовки учителя, потому что и проблемы здесь те же. Все это требует системных инноваций в подготовке педагогов. Компоненты этой системы названы в основном докладе. Это изменения в организации, в содержании, в технологиях и в масштабе подготовки, как общий алгоритм. Однако нам предстоит наполнить его своим собственным содержанием, исходя из наших собственных проблем, цели установок и перспектив. Если к тому же исходить из понимания качества как способности соответствовать требованиям в ГОС и удовлетворять запросы и потребности заказчиков в новых образовательных результатах, то становятся понятными опорные точки нашей деятельности. Это А – в ГОСы, Б – соответствие конечного результата ожиданиям, и, конечно же, это новый образовательный результат. Мы должны понимать, что современное понятие качества образования вообще, и в том числе педагогического, многомерно, и все его составляющие максимально взаимообусловлены. В целом можно поставить во главу угла масштаб подготовки, если рассматривать его как обоснованную потребность в педагогических кадрах, не только количественную, но и качественную. Если перевести в более простую и понятную формулу этот алгоритм, то мы получим следующее. Хороший абитуриент, как качество поступающего, хороший выпускник, как качество выпускника, хорошие условия в школе, чтобы он хотел прийти сюда, пришел и остался. В этой связи позвольте представить некоторые тезисы о задачах по повышению качества подготовки педагогических кадров. Первый касается соответствия содержания подготовки профессиональному стандарту высшего образования, максимально соотнесенными со стандартами общего образования, в том числе дошкольного. Мы вводим с сентября новые федеральные государственные стандарты высшего профессионального образования. Это будет 3-й за последние годы в ГОС, и обещают, что и он не последний. Мы каждый раз надеемся, что стандарт будет максимально соотноситься со стандартами общего образования. Но каждый раз мы вновь и вновь должны быть готовы к тому, чтобы сами ввести в это содержание, это соотношение. Только тогда наш выпускник пойдет в школу или в детский сад, или в иное образовательное учреждение, не боясь этого, во-первых. Во-вторых, только тогда высшие учебные заведения смогут выполнять функции учебно-научно-методической поддержки программ развития школ и ДОУ, и только тогда станет реальной возможность сетевого взаимодействия школа-вуз или вуз-школа. Второе. Организация непрерывной профессиональной подготовки в условиях вуза. Это бакалавриат, 5-летний бакалавриат, магистратура, аспирантура, дополнительное профессиональное образование. С акцентированием магистратуры как этапа подготовки учителей, методистов и управленцев, а также будущей научно-методической элиты в образовании. Магистратура актуальна также с позиции возможности включения в педагогическое образование выпускников непрофильного бакалавриата. В этом году мы опробировали такой прием, посмотрим на его эффективность. В этом году мы открыли очно-заочную форму обучения магистрантов. Как нам кажется, это целесообразный путь, который ко всему позволит максимально приблизить образовательный процесс в вузе к школе. 5-летний бакалавриат вообще уже не проблема для республики. Тем не менее, мотивы для определения сочетаний подготовки в условиях 5-летнего бакалавриата тоже должны быть обоснованными. Пока мы их определяем, исходя из того, как сами чувствуем ситуацию. При этом каждый год практически меняя сочетания. Мы сделали уже 2-й выпуск таких студентов, их мобильность, конечно же, шире. Третье. Кардинальное изменение методов и технологий. Понятно, что это декларируемое введение модульного, нелинейного, дистанционного, сетевого обучения, проектного и технологий усиления психологической подготовки. Но педагогическая теория всегда отставала от реалий школьного обучения.
Сегодня это отставание принимает слишком серьезные масштабы. Поэтому необходимо усиление практической и практикоориентированной составляющей подготовки. Это не только расширение системы практик. Мы разработали концепцию такой деятельности, и здесь нам, конечно, нужна ваша помощь. Речь о нашем сетевом взаимодействии. Мы работаем в условиях педагогического комплекса. Теперь уже гимназии «Диалог», учебно-научно-методических лабораторий, которые у нас в школе. К сожалению, не все возможности максимально используются. Здесь еще много чего можно и нужно попробовать. В первую очередь, конечно, стажировку как завершающий этап подготовки для бакалавров, которые не идут в магистратуру, и для магистрантов тоже. Стажировку нужно вводить любой ценой. Это государственная политика в области педагогического образования, чтобы обеспечить мотивацию молодого педагога остаться в образовательном учреждении. 1 год, а может быть и 2. Зато он позволит выпускнику найти свое место в школе. Школа поймет и увидит молодого педагога, его особенности, интересы, возможности, его дальнейший карьерный рост. Здесь можно вспомнить о наставничестве в его лучшем понимании. Оно прежде всего в интересах самой школы, потому что оно еще и очень хороший механизм повышения квалификации. Кстати, на секции мы говорили о модульных программах повышения квалификации, в которых спокойно можно учитывать и эти формы. В этой же связи, конечно, необходимо готовить будущих учителей к работе в новой школе в таких же новых условиях. Речь о ресурсном оснащении вузовского учебного процесса, который пока оставляет желать много лучшего. 4. Нам крайне необходимы такие модели целевой контрактной подготовки педагогов, в которых есть заказ направляющей стороны, его обязательства по участию в процессе подготовки и его гарантии по трудоустройству целевиков. В этом смысле свою функцию должен выполнить системный мониторинг потребностей в педагогических кадрах и их состояния. Это должен быть многосторонний мониторинг, который давал бы ответы на вопросы, где, сколько, каких именно, когда нужно республике педагогов. Собственно, по поручению министерства, об этом говорил Алан Урузмагович, мы приступили к его разработке, он практически готов. В нем около 20 параметров, по которым можно будет представлять и общую картину, и частные составляющие педагогического сообщества, чтобы принимать адекватные управленческие решения. Ну, к примеру, я могу просто вам показать. Вот позиция по определению количества молодых учителей в школах. Это позиции по городу пока только. Кроме того, можно представлять позицию, покажите другой слайд, по каждому учебному предмету, сколько молодых педагогов сегодня у нас в городе Владикавказе. В принципе, мы можем имеем эти данные по каждому муниципальному образованию, по каждому предмету, по каждой школе, по каждому предмету в школе. Так что все вот эти параметры, которые в мониторинге задействованы, они позволят нам принимать на самом деле важные управленческие решения для того, чтобы вот тех проблем, о которых мы сегодня все говорили, в школах не было. И, наконец, я вернусь к проблеме ЕГЭ. Ситуация этого... Время. Да, я заканчиваю. Ситуация этого года более чем аховая. Для вузов Российской Федерации средний балл определен 60 баллов. Наш средний балл по институту в этом году составил 50. При том, что по этому показателю у нас никогда проблем не было. Как видите, эти проблемы с ЕГЭ касаются нас всех, и вузы тоже. Поэтому, конечно, мы хотим, чтобы организация педагогического профильного образования, о котором сегодня тоже уже говорили, начиная с предпрофиля, была организована, и тогда мы наверняка получим мотивированных, хороших выпускников школ. Если школьные учителя настроят себя на то, чтобы искать себе будущих коллег в своих учениках, то это, конечно, решит очень многие проблемы. Я думаю, что у нас очень много возможностей. Я думаю, что не нужно ждать результатов эксперимента по России, но только с внутрисистемными вузовскими ресурсами мы не обойдемся. Для этого нужно объединить наши возможности, чтобы осуществлять согласованную политику по решению проблем развития педагогического образования республики. Спасибо. Успехов нам всем. Спасибо большое, Людмила Асланбековна. Слово предоставляется ректору Северо-Осетинского республиканского института повышения квалификации работников образования Исаковой Людмиле Сулеймановне. Прошу. Уважаемые коллеги, разрешите поприветствовать всех собравшихся в этом зале.
и начать свое выступление с мысли о том, что сегодня ведется разговор о главном в образовании, так как мы все понимаем, что эффективность модернизации измеряется показателями качества образования. Это еще и разговор обо всем, потому что нет таких аспектов образовательной деятельности, которые не влияют на качество. Все сказанное в полном мире относится и к республиканской системе повышения квалификации. Сегодня система повышения квалификации решает поставленные задачи, опираясь на модернизационные измерения, осуществляя и в ряде случаев инициируя их. Я извиняюсь. Постараюсь в своем выступлении остановиться не только на основных направлениях системы повышения квалификации и переподготовки кадров на новый учебный год. Во-первых, одной из главных задач системы профессионального образования должно быть внедрение инновационных подходов и технологий, которые обеспечивают подготовку кадров высокой квалификации. В первую очередь это относится к переподготовке руководителей. Извините. Так как именно от эффективности управления, от квалификации руководителя зависит качество образования учреждения. Еще с 2009 года в республике на базе нашего Института республиканского повышения квалификации работников образования успешно проводится обучение по программе переподготовки менеджмент в образовании, по итогам которого руководители и заместители руководителей образовательных организаций получают квалификацию менеджер. Сначала это были дошкольные, сначала это были директора школ, их заместители, резерв. А сейчас с введением стандартов дошкольного профессионального образования переподготовку пройдут руководители дошкольного образовательного учреждения, профтехобразования, учреждений дополнительного образования. Во-вторых, общеизвестно, качество образования зависит непосредственно от качества преподавания. А следовательно, необходимо уделить внимание как расширенному представлению лучшего педагогического опыта и сегодня результативности работы педагогов. Целенаправленная работа по реализации в ГОС в предстоящем году позволит продолжить работу по подготовке педагогов дошкольного образования, учителей начальной, основной, старшей школы, где особое внимание будет уделяться педагогам профильных классов. В целях повышения качества подготовки учащихся к единому государственному экзамену Институтом разработаны программы по методике использования современных вариативных форм подготовки выпускников государственной итоговой аттестации. Также в планах на новый учебный год введение единых дней онлайн-консультаций ЕГЭ на 100 баллов по всем предметам для учащихся и учителей. Вместе с тем мы все понимаем, что сохраняется необходимость дальнейшего совершенствования подготовки учителей к проведению итоговой аттестации как в 11, так и в 9 классах. Изменения в организации итоговой аттестации продолжаются. В 2014-2015 году введено в качество предэкзаменационного испытания написание сочинения по русскому языку и литературе. Институт уже включил, Алан Урзмагович, в программу курсы повышения квалификации предметников вопросы подготовки к этой новой форме экзамена. Хотелось бы еще отметить следующее. В целях реализации республиканской программы «Доступная среда» организована и будет продолжена профессиональная переподготовка и повышение квалификации таких категорий, как педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-логопеды, учителя инклюзивных классов, дефектологи, а также родители детей с ОВЗ. На создание системы организации инклюзивной практики в Республике Северная Осетия Алания направлена учебно-методическая работа, функционирующая на базе нашего института Республиканского ресурсного центра по развитию инклюзивного образования. Наконец, наибольший интерес в части профессиональной переподготовки по понятным причинам вызывают информационные технологии. В новом учебном году продолжится работа по обучению педагогов дистанционного образования, применение IT-технологий. В заключение хотелось бы подчеркнуть,
Главным результатом деятельности института и всей системы повышения квалификации республики мы считаем ежегодный рост числа учителей, совершенствующих свою профессиональную компетентность. Свою задачу в новом учебном году мы видим в дальнейшем качественном удовлетворении образовательного запроса на переподготовку и повышение квалификации в основном на основе индивидуализации и уровней дифференциации, а также интеграции усилий с другими учреждениями системы повышения квалификации в целях достижения большей образовательной и экономической эффективности процесса обеспечения высокого качества образования на основе повышения профессионализма учителя. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Людмила Сулеймановна. Слово предоставляется Богославцевой Ларисе Ильиничне, директору средней общеобразовательной школы селения Троицкое Моздокского района. Прошу. Добрый день. Хочу поздравить всех присутствующих с началом нового учебного года, пожелать здоровья, неугасимого желания что-то делать и творить. И если вы хотите что-то сделать, то делайте это сейчас. Завтрашних дней и так слишком много. Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом и желанием занимались в школе. В этом заинтересованы и родители учащихся. Учителя знают, что школьника нельзя успешно учить, если он относится к учению и знаниям равнодушно, без интереса и не осознавая потребности к ним. Поэтому перед школой стоит задача по формированию и развитию ребенка положительной мотивации к учебной деятельности с целью повышения эффективности учебного процесса. Какие педагогические средства можно использовать для формирования учащихся мотивации к получению знаний? Школьники, мотивированные на достижение успеха, обычно ставят перед собой некоторую позитивную цель, активно включаются в ее реализацию. На протяжении последних лет управленческая команда школы определяет для себя инновационный путь развития как единственно возможный для повышения качества образования. Поэтому главной задачей, которую я ставлю в своей работе на сегодняшний день, заинтересованность учителей в освоении тонкостей педагогической деятельности, оценить их по способности влиять на детей и высокая мотивация учителей к инновационной деятельности. У нас в школе занятие проектной инновационной деятельностью является уже традицией. С 1998 года работает президентская программа «Дети России». В числе 11 разделов этого документа есть и тот, что посвящен одаренным детям. Путь от идеи к делу далек только у тех, кто ничего не делает. Вам предоставляется диаграмма качества образования учащихся нашей школы за последние 10 лет. И, как мы видим, позитивную динамику и в баллах основного государственного экзамена этого года учебного по сравнению с муниципальными по математике и русскому языку, и средний балл единого государственного экзамена 2014 года в сравнении с муниципальным и региональным. И также по некоторым предметам есть положительная динамика. Среди учителей нашего коллектива много творческих личностей, которые заражают энтузиазмом и своих воспитанников. Администрация и управляющий совет школы поощряет и стимулирует таких учителей. В 2013 году президентский грант получил учитель биологии Богославцева Ирина Ильинична. Именно в ее копилке много достижений учеников, ставших победителями и призерами предметных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов молодых исследователей «Ступень в науку» и «Шаг в будущее». За 4 года 22 ее ученика в региональном конкурсе молодых исследователей «Ступень в науку» стали победителями и призерами. И на всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России» 4 ученика также стали победителями и призерами. Научно-исследовательская работа учащихся является одной из форм учебного процесса. С каждым годом растет число участников региональных всероссийских конкурсов молодых исследователей в рамках федеральной научно-образовательной программы творчества и научно-технического развития детей и молодежи «Национальное достояние России». Также обратите внимание на диаграмму участия наших учеников за 5 лет в региональных всероссийских конкурсах. Растет число участников Всероссийской олимпиады школьников и диаграмма участия
За 3 года также мы вам ее представляем. И это также положительная динамика. И на региональном уровне. В марте 2013 года мы воспользовались предоставленной информацией о проведении Международной Олимпиады «Олимп», организованной Федеральным центром образования и науки, поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности. Заочные туры мы проходили в школе, а на очные туры победители приглашались в Москву. В ноябре 2013 года 16 учеников нашей школы побывали на заключительных этапах Олимпиады в Москве. В марте 2014 года 6 учеников школы с 2 преподавателями также нанесли второй визит в столице. В Северной Осетии мы были первыми ласточками, а уже весной приняли участие ученики средней общеобразовательной школы номер 8 города Беслана. Участниками Олимпиады стали около 600 человек из 40 регионов России, от центральной части до Республики Саха и Хабаровского края. В центре наши ученики проходили очное тестирование. В результате из 22 участников 3 удостоены медалей 3 степени, 6 удостоены медали 2 степени и 5 медалей 1 степени. Средняя общеобразовательная школа села Троицкого прошла отбор и вошла в состав информационно-коммуникационной системы 1000 лучших школ России. Мы будем и дальше продолжать также творчески работать. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Лариса Ильинична. Слово предоставляется Кураевой Жанне Эдиковне, пожалуйста. Учителю остинского языка, школа номер 27. Добрый день, уважаемый президиум, добрый день, участники конференции. Алабу Нагаш Сауд. В языке народа сосредоточена духовная жизнь нации. Язык – живая связь, соединяющая отжившие, живущие и будущее. Родной язык является лучшим средством воспитания, который учит естественно и успешно, откуда идет духовное, нравственное и умственное развитие. Как учитель остинского языка и литературы я горжусь тем, что на меня возложена большая миссия – нести культуру и язык народа детям, будущему родной Осетии. Хочу отметить, что все изменения, происходящие в системе национального образования республики, ощущает каждый педагог, каждый ученик и родитель. Сегодня я говорю с позиции учителей родного языка. На сегодняшний день в республике предприняты конкретные меры по развитию и сохранению остинского языка. Одним из важных направлений является поддержка научных исследований по остиноведению среди студентов и молодых ученых. Лучших награждают стипендии имени Васу Абаева, стипендии имени Гриша Плиева. В этом году на базе санатория «Осетия» в очередной раз был организован оздоровительный этнокультурный лингвистический лагерь «Нарты», набирающий все большую популярность среди ребят. Ежегодно отмечается День остинского языка и литературы. Действует комиссия по сохранению и развитию остинского языка. Организована работа над реализацией подпрограммы развития остинского языка. Успешно реализуется концепция остинского национального образования. Создана полилингвальная модель поликультурного образования, опыт которой перенимается другими республиками. Впервые при поддержке правительства республики к 1 сентября 2014 года школы республики получат учебные пособия по дисциплинам национального компонента общим тиражом 81 205 экземпляров. Кадровое обеспечение преподавания предметов национально-регионального компонента в общеобразовательной школе – одно из основных направлений работы Министерства образования и Республиканского института повышения квалификации работников образования. Для учителей проводятся различные спецкурсы и семинары. Активизировалась работа с молодыми учителями остинского языка и литературы. Действует школа молодого учителя, работа которой направлена на оказание квалифицированной помощи начинающим педагогам. В последнее время в кабинетах остинского языка и литературы появились современные технические средства обучения. Уроки проводятся в кабинетах родных языков, где осуществляется постоянное пополнение учебно-методическими комплектами, картотека, методическая литература, дидактический материал. Одной из форм повышения квалификации являются конкурсы педагогического мастерства. Учитель остинской словесности, победителем которого в этом году стала Волгасова Фатима Сергеевна, учитель 5-й школы города Владикавказ. Всероссийский конкурс учителей родных языков. Отрадно отметить, что в 2013 году второе место заняла Гагиева Лиана Аршаковна, учитель школы номер 27.
Межрегиональный конкурс молодых учителей родных языков «Мир моих увлечений». Догузова Индира Подразовна, учитель школы 4 города Беслан, достойно представила нашу республику, заняв 2-е место. Также среди учителей астинского языка и литературы ежегодно проводится республиканский конкурс «Лучшая методическая копилка». Победителями конкурса становятся творчески работающие педагоги и методические объединения учителей астинского языка. Растет интерес к языку среди учащихся школ, о чем свидетельствует увеличение количества участников Олимпиады по астинскому языку и литературе на 33 человека больше, чем в прошлом году. Ну а сегодня, когда у нас возникают вопросы, мы ищем ответы в сети интернет. Официальный сайт Министерства образования и науки Северной Осетии edu15.ru теперь стал двуязычным. Информация предоставляется как на русском, так и на астинском языках, что удобно, эффективно и современно. Однако нельзя утверждать, что все хорошо. В связи с этим хочется обратить внимание на ряд проблем, актуальных с моей точки зрения. Необходимо обучать навыками практического применения информационно-коммуникативных технологий на стадии подготовки специалистов в вузах, чтобы на выходе будущий учитель был готов и умел разговаривать с ребенком современным языком. Сегодня выпускается и приобретается большое количество современных учебников, и это нас определенно радует. Но, к сожалению, нет методических рекомендаций по работе с этими учебниками, и что усложняет работу учителя. И, на мой взгляд, необходимо систематизировать работу с родительским сообществом, чтобы они были вовлечены в учебный процесс. В заключение своего доклада отмечу, что изучение и знание своего родного языка, языка своих родителей, дедов, прадедов обязательно для цивилизованного человека. Спасибо за внимание. Спасибо большое вам. Спасибо. Уважаемые коллеги, слово предоставляется Тебевой Елене Шамилевне, начальнику отдела дополнительного образования Министерства образования. Вот целого начальника выпустили, 5 минут даете, просто не знаю. Ровно год назад, уважаемые коллеги, добрый день. Вот на этой сцене наш руководитель из Министерства образования Российской Федерации, Страдзе Александр Эдуардович, говорил о том, что да, система дополнительного образования нашей республики очень значимая, значит, очень серьезная. И именно поэтому в нашей республике, в которой 54% детей охвачено дополнительным образованием, принимает Северокавказский форум. Нам было очень приятно, что мы принимали гостей из всех районов из нашего округа, и у нас было что показать. Но прежде чем перейти к тому, к чему мы стремимся и к чему мы идем, я бы хотела сказать, что в целом о системе дополнительного образования. Система дополнительного образования, вот здесь руководители нашей республики, все вышли из системы дополнительного образования. Алексей Васильевич вообще курировал инстанции технического творчества и, значит, воспитательную работу пионерии комсомол и профилактику правонарушений. Правильно я говорю? Да, значит, ну и действующий чемпион мира, вы знаете, значит, Рустем Казбекович тоже система дополнительного образования, Алан Рузмагович, футболист, борец, и, значит, вся система дополнительного образования представлена здесь. А вы говорите 5 минут. Итак. Значит, можно уже заканчивать, да. Скажу только вот о чем, значит, позже с тем, что руководители здесь присутствуют. Те замечательные успехи, которые есть у нашей системы дополнительного образования, они, честно говоря, не благодаря тому, какое внимание мы им уделяем системе дополнительного образования, а именно вопреки. Потому что в течение 20 лет мы, руководители учреждений государственных, которые являются методическими центрами, значит, отдел Министерства образования, мы пытались сохранить систему, потому что модернизация велась с 2006 года в общем образовании, 2 года назад она ведется в дошкольном образовании, и нам говорят, подождите, подождите, придет и ваше время. Наше время уже 2 года висит
в виде постановления правительства на сайте Министерства образования Российской Федерации о проекте выделения субсидий на развитие дополнительного образования. В этом проекте говорится о том, что на каждого ребенка в систему дополнительного образования пойдет по 37 тысяч. Но, значит, пока что этого нет. Когда Страдзе выступал вот на этой трибуне, он говорил так: конечно, он уже висит 2 года, мы виноваты, мы с 2013 года должны были субсидии направить в ваши учреждения. Но 3 вида модернизации одновременно, даже такое богатое государство, как наше, оно не может осилить. И нам сказали: потерпите немножко. Ну вот мы, значит, сцепили зубы и опять показываем результаты. Вот я сейчас, конечно, похвастаюсь немножко, потому что вчера, Ланур Урзумагович, вы попросили о наших достижениях сказать, и я сейчас обязательно скажу. Вот опять пришли первые места у нас. Я думаю, что мы все порадуемся за Алексея Кузнецова, обучающего Центра детского творчества Центра Логического района, который стал чемпионом мира среди молодежи по авиамодельному спорту. Ахугаев Хетак стал чемпионом юношеских Олимпийских игр по тяжелой атлетике для США греко-римской борьбы. Алборова Яна 1-е место заняла во Всероссийской летней универсиаде шпага для США фехтования. Конечно, эти все результаты, они замечательные, но у нас же, наверное, есть проблемы. А проблема заключается в том, что сегодня модернизация полным ходом идет уже и в учреждениях дополнительного образования детей. В чем это заключается? Заключается это в том, что, конечно, все наши учреждения стали получать повышенную заработную плату. Мы перешли на эффективный контракт. Приняты такие документы, как дорожная карта. Это все заставляет наших педагогов работать над собой, значит, менять всю нормативную документацию. Нормативная документация вообще в системе дополнительного образования, она и так всегда была очень слабая. А была она слабая только по одной причине, потому что нужно было, чтобы больше творчества давать педагогам. И многие решения по нагрузке, по направленности программ принималось просто уставом образовательного учреждения. Но сегодня, когда будут выделяться деньги, финансисты не хотят выделять деньги под такие какие-то аморфные понятия. Они заставляют нас считать. И считать они это никак не могут. И, честно говоря, вот, ну, если это будет уместно сказать, что сегодня мы все зубная боль для финансистов и для муниципалов. Постоянная ноющая зубная боль, потому что нас очень трудно посчитать. Они не знают, как нас посчитать. И поэтому они думают, с одной стороны, что это за такое дополнительное образование, которое не гарантируется законом об образовании как обязательное. Ведь посмотрите, в перечень нас же нет как обязательное образование. Потом, значит, это неопределенность гарантий, гарантии услуг, их номенклатуры, качества. Потом, значит, мы говорим о том, что зато у нас есть простор и вариативность творчества, но у нас нет стандартов. И все это вводит в замешательство финансистов, которые привыкли считать конкретно. И вот не нашли ничего лучшего. Я думаю, что одна из причин того, что сегодня идут процессы по объединению учреждений в некоторых районах нашей республики, именно это неумение финансистов, муниципалов, значит, посчитать потребности. Но хотят они или не хотят, но указ президента Российской Федерации номер 599 говорит о том, что до 2020 года 75% детей должны быть охвачены дополнительным образованием. Как они будут это делать, сокращая учреждения дополнительного образования, мы это не представляем. Мы всегда имели поддержку со стороны правительства нашей республики в части сохранения системы дополнительного образования. Совсем недавно Министерство образования инициировало письмо в адрес руководителей муниципальных органов с тем, чтобы, значит, об их персональной ответственности за несохранение системы дополнительного образования. Его подписал Рустем Казбекович. Мы вам очень благодарны за то, что вы следите за тем, чтобы сохранялась система. Ну а вам, уважаемые коллеги, наши представители учреждений дополнительного образования, общего образования, хотелось бы вам просто в конце сказать, что именно, значит, учреждение дополнительного образования, модернизацию, значит, делает ее настоящей. То есть оно придает нашим федеральным государственным стандартам развитие. Без этого федеральные государственные стандарты не могут реализовываться. Спасибо большое. Спасибо большое, Елена Шамильевна.
Уважаемые коллеги, слово предоставляется Мауравову Алану Лазаревичу, директору Ордонского аграрно-технологического техникума. Прошу. Уважаемые коллеги, с праздником сегодняшним всех поздравляю, присоединяюсь ко всем поздравлениям. Профессиональное образование является неким итогом, не неким итогом, а итогом вообще образования. И ход сегодняшнего совещания это тоже подтверждает. Мы должны все четко и однозначно понимать, что каждый наш воспитанник заканчивает обучение, логическое окончание обучения – это получение профессии. И в процессе его образовательной траектории нет такого момента, когда ему приходится возвращаться, чтобы еще раз получать начальное образование или общее образование. А профессиональное образование в современном меняющемся ритме жизни приходится возвращаться к этому постоянно и повышать квалификацию, менять квалификацию и так далее. В Республике Северная Осетия Алания в системе среднего профобразования входит 20 учреждений, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена. Функционирует 4 двухуровневых многопрофильных учреждения среднего профессионального образования, в которых реализуются интегрированные образовательные программы. В 2014 году среди выпускников школ количество выпускников среди выпускников школ республики значительно вырос спрос на получение среднего профессионального образования. Высокий конкурс среди абитуриентов был Северокавказский строительный техникум, Владикавказский колледж электроники, Владикавказский политехнический техникум, Владикавказский торгово-экономический техникум. В эти образовательные учреждения было подано 1201 заявление на 625 бюджетных мест. Для сравнения, в 2013 году количество поданных заявлений составило 680. Наиболее востребованными оказались направления программирование в компьютерных системах, строительство зданий и сооружений, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, технология продукции общественного питания, защита в чрезвычайных ситуациях. Думаю, что картина связана не только с ужесточением ЕГЭ, но и с теми преобразованиями, которые происходят в профобразовании, укреплении его материально-технической базы. Профессиональные образовательные учреждения республики активно принимают участие и неоднократно становились победителями конкурсных отборов федеральных и республиканских целевых программ. В 2013 году в рамках федеральной целевой программы развития образования победителями конкурсного отбора стали профессиональное училище номер 7 и Ильхотовский аграрный техникум. Размер субсидий на поддержку реализации мероприятий составил 71 миллион 430 тысяч рублей. На полученные средства учреждениями было приобретено инновационное учебно-производственное и лабораторное оборудование, сельскохозяйственная и строительная техника. В 2014 году в рамках федеральной целевой программы развития образования для реализации мероприятий Республики Северная Осетия Алания были предоставлены субсидии в размере 20 миллионов 626 тысяч рублей из федерального бюджета и 8 миллионов 335 тысяч из бюджета Республики Северная Осетия Алания. Благодаря участию в федеральных целевых программах и развитию материально-технической базы по заявкам отраслевых министерств и работодателей образовательные учреждения профобразования провели прием по ряду новых профессий и специальностей. Это машинист дорожно-строительных машин, машинист экскаватора, крана автомобильного, наладчик аппаратного и программного обеспечения, механизация сельского хозяйства, электрификация и автоматизация сельского хозяйства, профессиональное обучение. Для решения задач повышения качества профессионального образования на базе Владикавказского колледжа электроники был открыт многофункциональный центр прикладных квалификаций. Актуальным направлением в работе центра является ускоренное приобретение компетенций, необходимых для выполнения определенной квалифицированной работы, развитие трудового потенциала работников различных предприятий и организаций республики. Особенно хочу отметить внимание руководства республики к повышению престижа рабочих профессий, статуса и качества профессиональной подготовки и квалификации работников, привлечению
молодежи в производственные секторы экономики. В этом году в республике был проведен первый открытый чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia 2014, средства на которые были выделены из фонда главы республики. Соревнования в рамках чемпионата проходили по 19 компетенциям, в которых участвовали сборные команды обучающихся и эксперты из Латвии, Германии, Финляндии, Республики Южная Осетия, Алания и 11 регионов Российской Федерации. Всего 227 человек из 63 образовательных учреждений Российской Федерации. Победителями открытого национального чемпионата WorldSkills Russia в городе Москве в номинации «Сварочные технологии» стали студенты Ордонского аграрно-технологического колледжа Алан Губеев и Олег Пляка. Победителем всероссийского этапа профессионального мастерства по специальности технология продукции общественного питания стал Дзанагов Давид, студент Владикавказского торгово-экономического техникума. Кроме того, 54 студента Владикавказского торгово-экономического техникума приняли участие в оказании услуг по организации питания и сервиса на 22-х Олимпийских играх в Сочи и 11-х Паралимпийских зимних играх. Работа этих студентов, аккредитованных по стандартам Олимпиады, получила высокую оценку Оргкомитета Олимпийских игр. Достижения системы профессионального образования республики получили положительную оценку на федеральном уровне. В этом году с рабочими визитами в учреждения системы профессионального образования нашей республики посетили директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров Министерства образования и науки Российской Федерации Наталья Золотарева и заместитель министра образования и науки Российской Федерации Александр Климов. По словам Александра Климова, учреждения профессионального образования Северной Осетии могут стать примером для других регионов Российской Федерации. Они обладают хорошим потенциалом, повышают престиж рабочей профессии и позволяют выпускать специалистов, знающих принципы работы сложной современной техники. На работе методической секции директоров, которая вчера прошла, мы подвели некоторые итоги и сделали рекомендации для улучшения качества образования. Это создать рабочую группу по развитию внешне независимой оценки качества профессионального образования республики. То есть профессиональное образование не должно отставать от общего образования. И здесь же, так же как ЕГЭ в общем образовании, у нас должна быть своя соответствующая система оценки, независимой оценки образования. Разработать критерии и порядок оценки качества образования для создания рейтинга профессиональных образовательных учреждений. Внедрить независимую систему оценки качества, систему общественно-профессиональной экспертизы образовательных программ. Привлечь к оценке качества образования негосударственных, автономных, некоммерческих организаций в качестве экспертов, практиков и мастеров своего дела из предприятий республики. Да. Отвечу на все вопросы, но так как вопросов нет, спасибо. Спасибо большое, Алан Лазаревич. Уважаемые коллеги, как бы мы выслушали всех запланированных наших выступающих. Как мы и говорили, в зале работает свободный микрофон. Можно передавать записки с вопросами. Если позволите, у нас есть время на то, чтобы ответить на наиболее значимые вопросы. Пожалуйста, прошу, у кого есть вопросы, задавайте. Уважаемые коллеги, поступила записка из зала по поводу единого государственного экзамена. 7% выпускников получили двойки. Это много или мало? Как повлиял ЕГЭ в этом году на умственные способности детей? Природа стала наделять одинаковыми мозгами всех участников или нет? Я вкратце просто постараюсь ответить, что на самом деле 7% это достаточно высокий результат. Он негативный результат для системы образования. Но на самом деле ЕГЭ этого года кардинально изменила подход
мотивации, подготовки к единому государственному экзамену, к выпускному экзамену наших детей. Поэтому уверен, что те комплексные мероприятия, которые мы будем с вами совместно принимать не только по подготовке к 11-му выпускному классу, к единому госэкзамену, но и государственной итоговой аттестации 9 класса, позволит правильно проводить профильную подготовку и профориентацию в школе. Соответственно, количество выпускников, которые смогут показать удовлетворительный результат и показать, что они освоили программу основного общего образования, позволит нам говорить об успехах нашей системы образования. И, конечно же, вопрос успешности и социализации ребенка, он не определяется только его оценками. И пример тому был сказан в выступлении Елены Шамилиной-Тебиевой, когда мы говорим, что роль системы дополнительного образования как раз и раскрывает потенциал детей, позволяет им раскрыться не только в учебе, но и в творчестве. Поэтому здесь однозначно не может быть одного однобокого мнения. Спасибо. Коллеги, какие будут вопросы? Если нет вопросов, тогда позвольте мне подвести черту сегодняшнего нашего совещания. И, как обычно, проект резолюции нашего совещания размещен на сайте Министерства образования. Я предлагаю принять текст данной резолюции в целом, а ваши предложения и замечания, которые вы сможете сделать в течение недели, будут рассмотрены аналитической группой и внесены в окончательный текст резолюции, который в свою очередь будет размещен опять-таки на официальном сайте Министерства. Принимается? Тогда позвольте перейти к самому приятному моменту нашей конференции – награждению. Почетным званием «Почетный работник общего образования Российской Федерации» награждается Алексанов Гайоз Вахтангович, педагог-организатор Республиканского дворца детского творчества. Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» присвоено Татунашвили Валентине Степановне, педагогу дополнительного образования. Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» присвоено Хадзараговой Рите Артемовне, заведующей отделом Республиканского дворца детского творчества. Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» присвоено также Султанову Эльдару Гаруновичу, педагогу-организатору. Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации награждается Багдасарова Инна Рафаэлевна, педагог дополнительного образования. Благодарственное письмо в адрес коллектива Министерства внутренних дел по Республике Северная Осетия Алания вручается заместителю начальника полиции Гончарову Сергею Валерьевичу.
воспользовавшись возможностью, хотел бы обратиться ко всему коллективу. В первую очередь сказать о том, что вот благодарственное письмо – это, наверное, признание, во-первых, совместных усилий, да, которые Министерство внутренних дел прилагает к решению общих задач. И в первую очередь мы эти задачи видим в профилактике преступлений, правонарушений среди несовершеннолетних. Большое внимание уделяется этому. Я надеюсь, что то сотрудничество, то взаимодействие, которое имеется на сегодня, которое позволяет нам на протяжении ряда лет снижать уровень преступности среди наших детей, несовершеннолетних, позволит в дальнейшем выполнить все задачи качественно, в том числе и по безопасности в учебных заведениях. Спасибо вам, с праздником! На этом мы заканчиваем нашу работу. Еще раз всех поздравляю с началом нового учебного года. Успехов всем, всего самого доброго.